Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Договор на техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и жилом доме теперь заключается только с газораспределительной организацией. Сегодня мы поговорим об изменениях в законодательстве по техническому обслуживанию газового оборудования. Гость студии Антон Томский, начальник управления газораспределительных сетей Сахатранснефтегаз. Антон Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите про основные изменения в законодательстве Российской Федерации по техническому обслуживанию газового оборудования. Да, действительно, с 1 сентября этого года очень серьезные изменения были внесены в сфере обеспечения безопасности при техобслуживании газового оборудования. Так вступил в силу федеральный закон за номером 71, который вносит изменения в основной закон о газоснабжении 69 в части того, что, как вы уже сказали, теперь договора техобслуживания должны заключаться только с газораспределительной организацией. В центральной части Якутии им является только Сахатранснефтегаз. Вторая часть изменений серьезных – это про вентканалы. Вентканалы теперь уже надо 3 раза в год проходить проверку специализированной организации, но это не с нами, другие специализированные организации, и определены конкретные даты их проведения. Но, по-простому говоря, это осенью, в середине отопительного сезона и в конце. И третий основной момент – это то, что управляющие компании, управляющие организации в многоквартирных домах должны в своих договорах управления или в уставах вносить изменения о том, что они будут нести ответственность за внутридомовое газовое оборудование и право, обязанность заключать договор на техобслуживание с нами. Для простоты, для зрителей надо объяснить, что в МКД, а также в жилом доме газопровод делится на 2 типа. Это внутридомовое газовое оборудование. Касательно МКД, это то, что те газопроводы, которые идут с места врезки по подъездам и до квартиры. Внутриквартирное газовое оборудование – это начиная с крана от стояка до газопотребляющего оборудования. На ВДГО несет ответственность на внутридомовое газовое оборудование управляющая компания, они заключают с нами договора. На ВКГО собственник квартиры имеет 2 пути: или напрямую заключает договор с нами, или, если они общим собранием жильцов определяют управляющую компанию, от их имени заключать договор на внутриквартирное газовое оборудование, тогда управляющая компания с нами заключает. Вот такие основные изменения. Ну, то есть за состоянием ветканалов, да, вот, тоже следят сами управляющие компании теперь, да? Да. Вот давайте теперь более подробно поговорим, да, вот какие изменения коснутся управляющих компаний. Управляющие компании в первую очередь, как я уже сказал, должны взять на себя обязательства о том, что они уже несут ответственность за техобслуживание, а также поддержание работоспособности внутридомового газового оборудования. Это общедомовое имущество, которым является. И в той степени они должны будут до 1 января с нами заключить договор на внутридомовое газовое оборудование, на техобслуживание, в том числе и собственники квартир на ВКГО или путем через управляющих компаний, или напрямую должны с нами заключить тоже до 1 января. У нас времени осталось очень мало. Действие закона вступило в силу с 1 сентября. С 1 сентября, к сожалению, только с нами заключили договора только 8 управляющих компаний, примерно на 160 домов. От таких домов у нас более 900, и управляющих компаний более, ну не более, а 95. Процент управляющих компаний, которые с нами заключают договора, очень маленький, поэтому мы очень обеспокоены. Еще с учетом того, что если договора не успеют с нами заключить, то, к сожалению, договор поставки газа аннулируется, и жителей мы вынуждены будем ограничивать. Поставки газа. Так, давайте теперь подробнее, да, расскажем, что стоит делать самим жильцам в многоквартирных домах, да, с кем заключать договор, кому обращаться, как решать эту ситуацию. В первую очередь им надо начать заниматься этим вопросом, потому что времени очень мало. Для этого у нас на Петра Алексеева 64, если это в городе Якутске, а также по эксплуатационным участкам, если это касается районов, созданы штабы. Вы можете в любой момент подойти. У нас штабы очень быстро, оперативно этот договор вам подготовят. Или если вы идете путем, куда более простым путем, через управляющие компании, вы должны общим собранием делегировать ответственность заключения договора управляющим компаниям. Здесь объясню, если вы идете путем прямых договоров, тогда если кто-то из ваших соседей не успеет заключить,
а у нас в республике в основном стоячная система, мы не можем отдельно отключать квартиры. То бишь под угрозой стоит то, что весь стояк будет отключен. Поэтому путем делегирования этих ответственностей заключения договора через управляющую компанию, она проще, потому что управляющая компания от имени всех жильцов будет заключать один договор. Но если вдруг управляющая компания откажется по каким-либо причинам, как быть в такой ситуации? Да, многие управляющие компании отказываются, но мы держим такую позицию, что если в общее собрание делаете, управляющая компания сегодня по закону не имеет права отказать вам о заключении договора на техобслуживание, потому что на внутридомовой они так и так заключают. Если жильцы соберутся и делегируют им, они уже не смогут отказать. Какие документы нужны, чтобы заключить договор? Очень просто. Если прямые договора, то ваш паспорт, СНИЛС, а также состав газопотребляющего оборудования. Но этого вам не надо. Эту информацию мы сможем найти. Главное, с паспортом, СНИЛСом обратиться к нам. Или очно обратиться, или можно обратиться через наш сайт Саха-Транснефтегаз. Ну, смотрите, люди же могут разом пойти, да, в штабы, потому что времени мало, мы это понимаем, сроки поджимают. Вообще готов ли штаб к приему большого количества людей? Штаб готов, мы сегодня работаем. Мы за 2 недели подготовили порядка 3500 договоров. Мы уже сами направляем эти оферты, уже те дома, где непосредственный способ управления. И хотелось бы еще дополнительно отметить, очень важно, если жильцы выбирают не управляющую компанию, они могут назначить своего ответственное лицо. И этот человек может один подойти, и от всех, то бишь мы будем готовить договора, и так мы упростим процедуру, чтобы не все к нам шли. Такое тоже возможно. То есть можно договориться, найти ответственного кого-то, назначить соседей, общим например, собранием, назначить да. общим собранием, сдать документы, передать, да, копии, может быть, документов. Да, он может подойти с копиями, да, например? Главное, чтобы он подошел, главное, он к нам пришел, а в дальнейшем мы все поможем, все подскажем, потому что у нас штаб работает, он, пропускная способность очень большая у нас. Ну, давайте поговорим о последствиях. Что будет, если люди не успеют заключить договор по какой-либо причине? Не хотелось бы, конечно, заниматься угрозами, но, к сожалению, законодательство сегодня такое, что если договор техобслуживания аннулируется, если его не существует, к сожалению, договор поставки газа тоже аннулируется, потому что заключение действия договора поставки газа обязательным условием является наличие договора на техобслуживание. Техобслуживание – это гарант безопасности, что по этим газопроводам газ идет безопасно. Без этого поставка газа не может существовать. Соответственно, мы начнем отправлять уведомления и вводить ограничительные меры. А вообще с чем связаны такие изменения? То есть это касается безопасности, наверное, да, в первую очередь? Да, все, наверное, наслышаны, что по территории нашей России очень много было инцидентов, и законодатель хочет избежать коллективной неответственности. Если раньше специализированных организаций было 1000, только в нашей республике на территории их действует порядка, свыше 20. Законодатель определяет одну организацию, которая будет нести ответственность и ужесточает контроль. То бишь посредством УГСЖН нас будут очень серьезно контролировать. А как быть в таком случае, например, если у человека, например, квартира находится на продаже, да? И он планирует ее продать в ближайшие месяцы, стоит ли ему идти заключать этот договор или лучше новым жильцам уже подойти? Обязательно стоит заключить договор, обязательно, потому что неизвестно же, когда он продаст, когда они правоустанавливающие документы сделают. В это время, чтобы ограничительных мер не было. А если не собственник, то законодательство позволяет арендодателю, арендатору, или если квартира находится на социальном наеме, то они могут заключать сами. А вот если, например, дом новый, да, газ еще не подключен, или подключен, но люди не хотят, да, например, заключать договор, пользуются электрическими плитками, нужно ли заключать тогда договор? Да, законодательство сегодня позволяет заключать договор на техобслуживание еще до подключения. Да. А договор начинает действовать с момента уже фактического подключения, когда мы подпишем акт подключения. То бишь без разницы, ваш дом новый, подключен, не подключен, вы можете подходить и заключать такие договоры. Касается ли изменения в тарифах, вот эти перезаключения? Само собой, коль скоро законодатель теперь дает единоличное право нам проводить обязательство проводить техобслуживание, соответственно, он уже регулирует этот тариф. Уже были утверждены методические указания Минстроя, в рамках которого наши тарифы приведены в соответствии с ними.
С тарифами зрители могут ознакомиться на нашем официальном То есть сайте. тарифы на газ будут расти в любом случае? На техобслуживание. На Нет, техобслуживание. не обязательно расти, они приводятся в соответствие. Если раньше по стране ГРО этот нерегулируемый вид деятельности был конкурентный абсолютный рынок, каждая специализированная организация делала свой тариф, то сейчас есть уже прозрачные правила игры, то бишь правила расчета этих тарифов. Мы по ним уже привели соответствие и на сайте своем уже разместили. Что касается внесения оплаты за газ, да, то есть оплачивать нужно будет напрямую в Сахатранснефтегаз или через управляющую компанию, как здесь будет? Если вы заключаете договора напрямую, соответственно, вам надо будет каждый раз напрямую оплачивать нам. Если через управляющую компанию, то как сегодня система работает через них, то на прямых договорах для собственников будет очень неудобно, как и для нас. У нас появляется сразу 80 тысяч дополнительных абонентов, а для жителя это будет, что он будет каждый раз с нами взаимодействовать. Ну, что касается способов оплаты, какие доступны у вас? Способов оплаты очень много. Можете через сайт, можете через наше мобильное приложение. Кстати, рекомендую скачать наше мобильное приложение. Она затрагивает все сферы деятельности Сахатранснефтегаза, начиная с технического присоединения, газификации, поставки газа, техобслуживания. Есть еще вариант, то, что вы можете подойти в нашу кассу, заплатить. И еще мы с Нового года уже будем ходить с посттерминалами. То бишь, если раньше оплата за техобслуживание регламентирует, что через 10 дней, то сейчас оплата производится день-день. То бишь, это то же самое, что как купить хлеб. Вот сегодня мы провели техобслуживание, у наших слесарей будут посттерминалы, вы можете сразу оплатить. Если вам неудобно, можете через наше мобильное приложение сразу заплатить или через наш сайт. Ну что ж, Антон Михайлович, большое спасибо за полезную информацию. Мы понимаем, да, забот у якутян прибавится, но закон есть закон, поэтому что делать? Придется идти и заключать договор. Большое спасибо, что нашли время, пришли, все разъяснили. Будем рады видеть вас снова в нашей студии. Спасибо вам. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.